Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о новорожденных. Появление ребенка в семье – это серьезное испытание для будущих родителей. Ведь приходится взять на себя ответственность за новое беспомощное существо. Мамы знают, что рождение ребенка – это тяжелый момент, но в то же время счастливый и незабываемый. В семье это целый вагон гордости и счастья. Но очень часто это еще и 2 вагона тревоги и беспокойства. За период беременности молодые родители вдоволь наслушаются советов друзей и родных по поводу ухода за новорожденными. И к рождению собственного ребенка частенько пребывают в уверенности, что ребятишки рождаются исключительно с одной целью – немедленно поработить своих родителей. Все неправда. Малыш появляется на свет не для того, чтобы мучить своих родителей, а чтобы стать добрым и разумным представителем человечества. Для этого понадобятся родительские усилия и терпение. А самое главное – любовь. В периоде новорожденного у ребенка возникают различные изменения со стороны кожных покровов, слизистых оболочек и внутренних органов, развивающиеся у ребенка в первые дни после рождения. Называются они пограничные состояния. Это физиологические реакции, отражающие естественную адаптацию организма новорожденного к внеутробному существованию. В педиатрии пограничные состояния новорожденных расцениваются как переходные, которые сохраняются не дольше 3 недель, у недоношенных младенцев до 4 недель. При нарушении адаптивных возможностей организма ребенка, дефектах ухода, неблагоприятных условиях окружающей среды, физиологические процессы могут перерастать в патологические, требующие лечения. Вот почему родителям надо знать об этих процессах. Сегодня мы познакомим вас с изменениями на коже ребенка, которые возникают в период новорожденности. Для того, чтобы узнать, знают ли матери, какие изменения могут быть со стороны кожи у новорожденных, мы провели опрос. Какие изменения со стороны кожи могут возникнуть у новорожденных? Желтухи, аллергия, краснуха. Желтуха, аллергия может быть, потом шелушение кожи может у них быть. В принципе, причин могут быть много. На своем опыте могу сказать, что аллергические реакции могут возникать у детей в зависимости от того, что кушает мамочка, которая передается через молоко. Высыпания могут быть. С остальными я не сталкивалась. В результате опроса мы выяснили, что знание матерей об изменении состояния кожи новорожденных недостаточное. Практически у всех новорожденных детей в первую неделю жизни отмечаются изменения со стороны кожных покровов. Давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся. Первый из них – это простая эритема, реактивная краснота кожи, возникающая после удаления первородной смазки и первой ванны. В первые часы жизни эта краснота имеет иногда слегка цианотичный оттенок. На вторые сутки эритема становится наиболее яркой, и далее интенсивность ее постепенно уменьшается. К середине, к концу первой недели жизни она исчезает. У недоношенных детей она более выраженная и держится дольше. Следующее состояние – это физиологическое шелушение кожных покровов. Крупнопластинчатое шелушение кожи, возникающее на 3-5 день жизни у детей с особенно ярко простой эритемой при ее угасании. Оно чаще бывает на животе, груди. Особенно обильное шелушение отмечается у переношенных детей. Лечение не требуется, шелушение проходит самостоятельно. Родовая опухоль – это отек предлежащей части вследствие венозной гиперемии. Проходит самостоятельно в течение первых 2 дней. Нередко на месте родовой опухоли имеются мелкоточечные кровоизлияния, петехии, также исчезающие самостоятельно. Токсическая эритема
встречается у 10-20% у детей. Она возникает на 2-3 день жизни. Это эритематозные слегка плотноватые пятна, нередко серовато-желтоватыми папулами или пузырьками в центре, располагающиеся чаще группами на разгибательных поверхностях конечностей, вокруг суставов, на ягодицах, груди, реже на животе и лице. Иногда высыпания очень обильные, покрывают все тело, иногда же единичные, но крупные, до 3 см в диаметре. Они очень редко бывают на ладонях и стопах. В течение первых 3 дней могут появиться новые высыпания, хотя чаще через 2-3 суток после появления сыпь бесследно исчезает. При очень сильно выраженной токсической эритеме ребенок бывает беспокойным, и у него наблюдается диарея, в крови эозинофилия. Токсическая эритема – это аллергическая реакция. Лечение обычно не требуется, но при очень выраженной токсической эритеме целесообразно назначить дополнительное питье и антигистаминные препараты. Мнение о том, что дети с токсической эритемой предрасположены к дальнейшему к аллергическому диатезу, не обосновано для большинства, но справедливо для части детей. У этой группы новорожденных отмечают наследственную предрасположенность, пищевые погрешности в питании беременной, гистоз у матери. Милиария – высыпания обычно в области складок, обусловлены закупоркой потовых желез. Бывает 3 типов. Поверхностные тонкостенные визикулы, небольшие групповые эритематозные папулы, неэритематозные пустулы. Перегревание, высокая влажность увеличивает появление милиарий. Часто милиария сочетается с токсической эритемой. Лечение не требует, самостоятельно исчезает через 1-2 недели. Транзиторный неонатальный пустулезный меланоз. Высыпания, которые могут быть при рождении или развиться на первой неделе жизни на лбу, грудной клетке, руках, ногах и имеющие 3 стадии. Первая стадия – это маленькие поверхностные визикулы-пустулы с отсутствием или минимальной эритемой вокруг. Вторая стадия – это кружевоподобные плотные, покрытые корочкой, выступающие над поверхностью кожи пятна, окруженные гиперпигментированным венчиком. Третья стадия – гиперпигментированные пустулы. При этом общее состояние детей не нарушено, они активно сосут, температура тела нормальная, обычно исчезает через 2-3 суток, но гиперпигментированные пятна могут исчезать лишь к 3 месяцам, лечение не требует. Акне новорожденных. Это маленькие красные пустулы на лице, сохраняются в течение первой недели жизни, проходят самостоятельно без всякого лечения на 2-й неделе жизни. Как же осуществляется уход за кожей новорожденного? При уходе за здоровой кожей следует избегать любых действий, которые могут нарушить эпидермальный барьер, воздействие повышенной влажности, трения, травмы. Снижению бактерицидных свойств кожи способствует обезжиривание спиртом, эфиром, охлаждение, раздражение кожи мочой или калом, приводящие к разжижению водно-липидной мантии эпидермиса. Кожа новорожденных более чувствительна и проницаема для различных химических агентов, чем у взрослых, поэтому риск системного отравления гораздо выше. При необходимости рекомендуется искупать ребенка в теплой воде, не добавляя никаких дезинфицирующих средств. Ежедневное использование шампуней, пены для ванны и других моющих средств не показано. Многие присыпки содержат частицы, вызывающие раздражение кожи, а также отдушки, провоцирующие аллергические реакции. Не содержащие тальк
Присыпки можно использовать для обработки шейных, подмышечных и паховых складок. Необходимо избегать широкого использования вазелина, задерживающего влагу и являющегося активным аллергеном. Средства по уходу за кожей необходимо наносить очень бережно, не растирать. При использовании подгузников важно менять подгузники при его наполнении, сразу менять подгузники после дефекации ребенка, использовать дышащие подгузники, организовывать воздушные ванны как можно чаще в течение дня. При использовании одноразовых подгузников кожа должна быть сухой. Не рекомендуется применять жирные мази, кремы, создающие эффект компресса, что провоцирует развитие дерматита. Если на кожу нанесены мазь или крем, перед надеванием подгузника избыток средства необходимо удалить салфеткой. Рекомендуется использовать для ухода за кожей крем на водной основе, лосьоны и молочко. Уход за пуповинным остатком. Пуповинный остаток сначала высыхает и мумифицируется при воздействии воздуха, а затем отпадает в течение первой недели жизни. Не рекомендуется обрабатывать пуповинный остаток какими-либо антисептиками. Это раствор анилиновых красителей, спирт, раствор калия перманганата. Достаточно содержать его сухим и чистым, предохранять от загрязнения мочой, калом, а также от травмирования при тугом пеленании или использовании одноразовых подгузников с тугой фиксацией. Доказано, что местное использование антисептиков не только не уменьшает частоту инфекции, но и способствует задержке спонтанного отпадения пуповинного остатка. В случае загрязнения пуповинный остаток и кожу вокруг пупочного кольца можно промыть водой и высушить чистой ватой или марлей. Не рекомендуется пользоваться повязками и дополнительным подвязыванием пуповины для ускорения процесса мумификации. Насильственное удаление, отсечение пуповинного остатка не рекомендуется, так как подобная процедура опасна и может осложниться кровотечением, ранением стенки кишки при недиагностированной грыже пупочного канатика и также инфицированием. Поздравляем! Приходите еще, не болейте, растите здоровыми. Спасибо. Давайте, до свидания. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.